Одна из самых наболевших тем и труднорешаемых вопросов – самовольное строительство стоит очень остро в России. Недобросовестные застройщики, не имея на то разрешительных документов или с отклонениями от параметров разрешения на строительство, возводят многоквартирные дома, таунхаусы, офисные помещения и по факту строительства получают разрешительные документации. Но в 2015 году в закон были внесены существенные поправки. Закон, в частности, уточняет понятие самовольной постройки. Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенное и созданное на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные и созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Таким образом, если раньше одним из критериев было существенное нарушение градостроительных и строительных норм, то сегодня достаточно хотя бы одного нарушения и даже несущественного. Однако самострои продолжают появляться. Почему и чем чревата покупка жилья в таких домах? Узнаем сегодня в выпуске. В эфире «Квадратный метр» программа не только о строительстве. Смотрите сегодня. Бесплатный сыр. Жители столицы, купившиеся на яркую рекламу, оказались в ловушке строителей. Пайщики дома на Лизы Чайкиной 5 рискуют остаться ни с чем. Почему и где еще не стоит покупать жилье, узнаем из нашего материала. Насколько высоки шансы признать сегодня законным самовольную стройку, мнение эксперта, адвоката Николая Зубова. Почему появляются объекты незаконного строительства, поговорим с первым заместителем руководителя управления Госстройжилнадзора Якутии Павлом Корниловым. В начале февраля по соцсетям разошлись видео и фото с горящим многоквартирным домом. Пожар произошел в новостройке по адресу улицы Лизы Чайкиной, 5 в Заложной части Якутска. Пламя было видно издалека, к счастью, обошлось без жертв. Жильцы еще не успели заехать в новые квартиры. Однако для довольно крупного пожара и при таких обстоятельствах, когда полностью сгорели совершенно новые квартиры, ситуация достаточно быстро утихла. Никто из собственников не стал требовать компенсации и поднимать шумиху вокруг происшествия. Вскоре стало известно, многоквартирный дом возведен незаконно, а значит, собственники площадей рискуют потерять не только купленное жилье, но и свои кровные. Ведь самовольное строительство, согласно закону, подлежит сносу. Сейчас дальнейшую судьбу дома решают городские власти. Лиза Чайкина 5. У нас идет ряд собственников, которые меняются. То есть раньше был у нас ЖНК, новый дом, потом он превратился в ЖСК, новый дом, а сейчас получается кооператив АИФ. И при этом у нас мы все документы сейчас подали в УГУСЖН. После того, как нам УГУСЖН определит застройщика, мы будем формировать все документы для дальнейших действий. Дело в том, что документы позволяли строить на этом участке только индивидуальное жилье, но застройщик решил пойти на хитрость. Создав жилищно-строительный кооператив, он привлек средства пайщиков. По информации нашего источника, некоторые участники строительства видели и знали, документы у продавца не в порядке. Но он убедил их в том, что уже в ходе строительства все бумаги приведет в соответствие. Люди поверили, в результате могут остаться ни с чем. А между тем на форумах появляется информация о том, что застройщик невозмутимо продолжает собирать деньги с пайщиков, якобы на восстановление дома после пожара. Но стоит ли, если дома и вовсе в скором времени может не стать? И таких незаконно возведенных домов в столице 87. Все они находятся на разных стадиях расследований и принятия по ним решений. Если, допустим, у объекта нету ни разрешения строительства, ни земельного участка, соответственно, идет запрос в ГУСЖН о принуждении застройщика к административной ответственности. После всех действий, допустим, если действительно объект самовольный, мы формируем документы и подаем в суд. При этом у нас вступила поправка в Градостроительный кодекс, статья 222, пункт 4, о том, что орган местного самоуправления имеет право принять самостоятельное решение о сносе объектов. В случае, если эти объекты находятся у нас на объектах общего пользования, либо в охранных зонах, дается застройщику 2 месяца на самостоятельный снос самовольного объекта. Если это не выполняется, департамент градостроительства производит снос объектов. Один из крупных незаконных объектов находится на улице Красильникова. Место, где я сейчас стою, автомобильная парковка. Ну, по крайней мере, так значится в градостроительной документации. Однако сегодня здесь вырос практически новый жилой комплекс. Застройщик в ЖСПК «Новая Якутия», как говорится, вошел во вкус и вместо одного разрешенного дома построил целых 5. И плюс ко всему возвел гаражный бокс на 36 мест.
Здесь на доме до сих пор висит реклама с привлекательными ценами за квадрат. Относительно недалеко от центра небольшие дома с индивидуальными планировками, да еще и с гаражными боксами в шаговой доступности. Прекрасное предложение. Однако не факт, что владельцы таких квартир смогут когда-нибудь справить новоселье. По одному из домов уже принято решение о сносе, а другой находится на рассмотрении. Вопрос, касаемый самовольных построек, стоит очень остро. Это связано с тем, что ужесточилось законодательство, предъявляются более суровые требования к оформлению первичных документов, и даже вышестоящие суды, признавая возможность судебной защиты самовольной постройки, признание ее в суду, говорит о том, что это только исключительная возможность защитить свое право. Поэтому, когда речь касается строительства, важно отнестись ответственно не только к самой постройке, но и к оформлению всех документов. Здравствуйте, Павел Валерьянович. Известно, что компетенции по контролю за самовольным строительством входят в обязанности муниципальных органов. А что входит в полномочия управления Госстройнадзора? Вопрос самовольного строительства по городу Якутску стоит очень остро. В прошлом году по инициативе прокуратуры города Якутска было проведено несколько совещаний с участием управления нашего и администрации города Якутска. И летом, наконец, был определен алгоритм действий, как бороться с самовольным строительством в городе Якутске. Тут надо, конечно, отметить в первую очередь прокуратуру города Якутска, которая ставила этот вопрос. И таким образом механизм действий какой получается? В наше управление поступают материалы из города Якутска по самовольному строительству или из прокуратуры. К ним, в свою очередь, обращаются граждане, да, жильцы, граждане. При поступлении вот этих материалов в управление мы проверяем, если мы видим, что действительно материалов достаточно, если мы видим, что определен собственник земельного участка, определен застройщик, мы инициируем административное расследование. Тут следует отметить, да, что объекты самовольного строительства, как правило, они не относятся к поднадзорным нашему управлению объектам, поскольку они по параметрам не подходят. Как правило, они одно-двухэтажные, площадью менее 1500 квадратных метров, которые нам не поднадзорны. Но если мы проводим административное расследование, мы уже не смотрим на эти параметры. Следует отметить, что Управление государственного строительного надзора не может самостоятельно быть инициатором проведения проверок, поскольку в наши полномочия это не входит. Вот с прошлого года сколько всего административных расследований провело управление? На настоящий момент проведено порядка 25 административных расследований. По некоторым материалы были возвращены в город Якутск из-за недостаточности материалов. Да? В основном, конечно, мы достигаем определенных результатов. Да? Вот, например, административные расследования были проведены в отношении многоквартирных жилых домов по улице Красильникова. Также мы рассматривали четырехэтажный хостел в Авиапортовском районе, частную баню по улице Жарницкого, многоквартирные жилые дома по улице Лизы Чайкиной и Неустроева в Залаге, гаражные кооперативы с жилыми помещениями на втором этаже по улице Можайского. А в целом надо сказать, что в основном это торговые небольшие здания и гаражи. Как правило, жилые дома занимают небольшую часть вот этих административных расследований. А с чем все-таки чаще всего связаны нарушения? Основные виды нарушений, которые мы выявляем, да? Во-первых, это, конечно, строительство без разрешения, полученное из органов местного самоуправления в установленном порядке. Нарушение вида землепользования. Допустим, у него разрешенный вид землепользования под индивидуальное жилищное строительство, да, а он там строит торговую базу со складскими помещениями. Да. Потом выходит по рамки разрешения на строительство. Разрешение на строительство он получил на строительство двухэтажного здания, а в итоге построил трех- или четырехэтажное здание. Вот такой вид нарушения. Кроме того, выходит за пределы земельного участка. То есть у него земельный участок
установлен определенными параметрами, он превышает их, выходит. Да? Ну и еще один вид нарушений, когда строится самовольная постройка вообще без земельного участка. Видимо, они рассчитывают по факту строительства уже потом узаконить свой объект. К более жестким мерам призывают перейти мэрию столицы в борьбе с незаконными торговыми точками. В пример сердце страны, где при помощи тяжелой техники тысячи квадратных метров земли очистили от киосков и ларьков. Пример Собянин показал, как активно и быстро надо бороться и очищать пешеходные зоны, зоны отдыха от этих несанкционированных. Но время уговоров и время предупреждения уже прошло. Одна из непобедимых торговых точек находится на улице 50 лет Советской армии. Он очень крупногабаритный объект, и он нужно уже конкретно по нему принимать решение, уже распиливать, ну, по частям не вывозить его оттуда. Вот этого объекта. Но если вы будете его распиливать, да, то давайте принимайте решение о сносе незаконно установленного объекта. Вывести сооружение на так называемую штрафстоянку не позволяют габариты. Здание слишком большое. Но, как говорят в административной комиссии, это не давало права владельцу продолжать заниматься предпринимательской деятельностью. На нашу просьбу показать документы, подтверждающие законность нахождения здесь магазина, продавец лишь пожал плечами. Созвонился с владельцем, который пообещал подъехать и предоставить соответствующие бумаги, но его мы так и не увидели. Однако на защиту торговой точки встал старожил района. Сколько лет тут стоит, никогда никаких не было. Наоборот, они вот себе тут вот камеры, вот все как-то лучше наоборот у них становится. Вот. Вы жильцы довольны тем, что здесь магазин стоит? Ну, конечно. А что, а нам тогда куда придется ездить-то? Но, к сожалению, несмотря на хорошие отзывы клиентов, факт остается фактом. Более того, на заседании подчеркнули, что дополнительные проблемы возникают из-за незаконного подключения магазина к электросети. Мы прямо ходили, видели, где эти сопли висят, откуда они подцепляются. А они как работали, так работают. Вот меня всегда такой вопрос интересует. Вот если легальный бизнес, не дай бог, просрочит авансовый платеж 100% на следующий месяц, его приходят в течение недели, отрубают. Здесь у нас работает нестационарная торговая сеть без проблем. И таких примеров немало. По городу то и дело перемещаются небольшие ларьки, за которыми скрываются десятки тысяч украденных киловатт энергии и еще больше неуплаченных налогов. Но с другой стороны, среди населения они пользуются популярностью, и некоторые готовы закрывать глаза даже на то, что отсутствие документов – это первый признак отсутствия гарантии качества продукции. Объекты самовольного строительства идут вразрез не только градостроительным планам, они несут реальную угрозу жизни и здоровью людей. Ведь эти проекты не проходят необходимую экспертизу, и зачастую строительство ведется с серьезными нарушениями. И в случае пожара или других разрушительных процессов вряд ли кто-то возместит людям потраченные средства. Это был «Квадратный метр». До свидания.